О необходимости строить линии электропередач говорили уже давно. Однако переход от слова к делу занял десятилетия. Работа началась лишь в 2012 году. В июне Кыргызстан и Китай подписали льготное соглашение, а спустя 1,5 месяца была заложена долгожданная капсула. Работа по строительству велась в условиях высокогорья, так как линия проходит через горные перевалы Шалдырак, Каргыш, Терджайло, Кыргыз и Кызарт. Высота некоторых из них превышает более 3000 метров над уровнем моря. И вот спустя 3 года после закладки капсулы строительство было завершено, и линия электропередач Датка-Кемин и подстанция Кемин были введены в работу. Общая протяженность линии 405 километров. Соединение есть по станции Датка 500 киловольт, соединение есть по станции Фрунзенская 500 киловольт, соединение есть по станции Тулебердиева 500 киловольт, и все по станции 220 киловольт, она в кольце. Мы сейчас находимся на подстанции Кемин. Его строительство началось в 2012 году и завершилось в 2015. Основная цель проекта – обеспечение энергетической безопасности страны. На сегодняшний день подстанция обеспечивает электроэнергией Нарынскую область, Иссыкульскую, а также восточную часть Чуйской области. На одном из важных объектов страны установлено современное оборудование. При бережном отношении оно прослужит более полувека. Китайские специалисты обучили наших энергетиков устранять неполадки. Так что в случае поломки наши специалисты справятся. На сегодняшний день это последние, вот то, что в энергетике, это последние выключатели. Вот только их начали выпускать более 5-6 лет тому назад. Мы их сейчас используем, современные. Его, если масляный выключатель проработал 39 лет, этот будет работать, я не знаю, лет 50, это железно. Сегодня на подстанции посменно трудятся 27 наших энергетиков. Работают сутки через двое. В основном это жители Кеминского района, которых на работу привозят специальные автобусы. Для сотрудников, у которых нет жилья, были построены специальные дома со всеми условиями. В данный момент обслуживает здесь 27 персонал. Все защитным средством, оборудованием, инструментом обеспечены и работает надежно. До запуска новой ЛЭП вся вырабатываемая на юге республики электроэнергия, где находится основной каскад генерирующих предприятий, передавалась на промышленный север республики по единственной линии 500 киловатт Токтаульская ГЭС подстанция Фрунзенская, часть которой проходит по территории сопредельных государств – Казахстана и Узбекистана. Транспортировка по сопредельным государствам обходилась в республике в миллионы долларов ежегодно, которые теперь мы экономим. Халеда Душибаева, Азамат Иманов, ЛТР, Чуйская область.